О главных событиях этого дня расскажем прямо сейчас. Здравствуйте, вы смотрите новости на телеканале Тува-24. В студии с вами я, Алдынай Хавлык, и вот что для вас подготовили мои коллеги. Очередной урок цифры прошел сегодня в Тувинском кадетском корпусе. Осталось немного времени до знаменательного дня, когда новый буддийский монастырь в Кызыле примет первых гостей и верующих. В школах и СУЗах республики начались профилактические и медицинские осмотры среди учащихся на выявление незаконного употребления наркотических и психотропных веществ. На территории МУП благоустройства имеется тепличный комплекс, где выращивают не только сезонные цветы, но и сезонную рассаду. В последний раз президент страны Владимир Путин обращался с посланием к Федеральному собранию почти 2 года назад. В этом году обращение к депутатам и сенаторам было особенным. В некоторых тезисах послания разбирался наш корреспондент. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Российский лидер начал речь с обсуждения международной обстановки и причин начала специальной военной операции. Начиная с 2014 года Донбасс сражался, отстаивал право жить на своей земле, говорить на родном языке, верил и ждал, что Россия придет на помощь. Мы делали все возможное, действительно все возможное для того, чтобы решить эту проблему мирными средствами. Терпеливо вели переговоры о мирном выходе из этого тяжелейшего конфликта. Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий. Угроза нарастала, причем с каждым днем поступающая информация не оставляла сомнений, что к февралю 2022 года все было готово для очередной кровавой карательной акции на Донбассе, против которой, напомнил Владимир Путин, киевский режим еще в 2014 году бросил и артиллерию, и танки, и самолеты. Все это, напомню, полностью противоречило принятым Советом Безопасности ООН соответствующим документам, резолюциям. Полностью. Все делали вид, что ничего не происходит. Я хочу это повторить. Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить. Президент России поблагодарил всех, кто встал на защиту мирных граждан Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Их жителей, которые отказались жить под нацистским режимом. Почтил память тех, кто погиб, выполняя воинский долг. Дорогие друзья, я прошу почтить память наших боевых товарищей, которые отдали жизнь за Россию. Мирных граждан, стариков, женщин, детей, которые погибли под обстрелами от рук неонацистов и карателей. Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию по времени составило порядка 1 часа 45 минут. В своем послании президент России высоко оценил усилия руководителей субъектов Федерации и мэров городов, которые постоянно предпринимают шаги для поддержки жителей, повышению уровня экономики. Первый посыл – это все-таки финансовый сектор должен работать на экономику. Соответственно, новые инструменты финансирования промышленности появляются, те, которые могут быть использованы в нынешних условиях. Это промышленная ипотека, это снижение ставок кредитных, это налоговые льготы для предприятий, которые используют инновационные российские технологии. Участие представителей органов местного самоуправления в обсуждении плана действий по реализации послания президента обусловлено их особой ролью, которую они играют во внутренней политике страны. Этот принцип созвучен в том числе и с решением главы Тувы объявить 2023 год годом народной сплоченности. Говоря о внутренней политике, президент страны подчеркнул, что особую роль в решении повседневных проблем играет местное самоуправление, самый близкий к людям уровень публичной власти. От них во многом зависит социальное благополучие граждан, их доверие к государству. Но в целом органы власти неразделимы. Важна взаимопомощь и поддержка. Президент очень серьезно обозначил о поддержке семьи. В частности, значит, многодетных семей, как им надо поддержку оказать, увеличение, значит, суммы материнского капитала. Все это вот эти житейские дела, которые напрямую относятся к жителям нашей республики.
Стране предстоит преобразование фактически во всех сферах деятельности. Где-то возвращать с учетом современных реалий хорошо зарекомендовавшие себя советские разработки. Активно продвигать российскую науку, а самое главное – качественное улучшение жизни граждан. Сайгын Бюрбю, Шалбан Мангуш, Белек Коржак, ТУВА-24. Очередной урок цифры сегодня прошел в Тувинском кадетском корпусе. Ребятам рассказали о возможностях, которые открывает мир цифровых технологий, и о профессиях, связанных с IT-сферой. Тему продолжит Мадер Сандан. Урок цифры проводится в России с 2018 года. В рамках проекта ведущие IT-компании разрабатывают уроки, доступные как школьникам, так и родителям. Занятия помогают ребятам сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием. Спрос на IT-специальности. Это прежде всего разработчики, тестировщики. Александра Неволина увлекается биологией и иностранными языками. Знания, полученные на таких уроках, пригодятся и в учебе, и в жизни, уверена школьница. Биологи используют часто электрические приборы, те же самые микроскопы для того, чтобы изучать цветы, разрезы всякие. Для языкового, чтобы не было языкового барьера, можно использовать видеоуроки, которые тоже как-никак связаны с цифровым обществом. Организаторами урока цифры выступают некоммерческая организация «Цифровая экономика», Минцифры и Минпросвещения России. Проект «Урок цифры» – это серия необычных уроков на протяжении учебного года. Также это хорошая возможность получить знания от ведущих технологических компаний, которые оказывают непосредственное содействие в организации проекта. В текущем уроке ребята познакомятся с такой профессией, как аналитик данных, которая на данный момент является востребованной на рынке труда. На уроке школьники также узнают, чем занимается аналитик данных и какие навыки нужны для того, чтобы стать аналитиком. Также еще получается познакомиться с инструментами аналитика. Это SQL-запросы, различные прогнозирования на основе данных. Верим, что цифровые уроки в рамках уникального всероссийского проекта пробудят интерес ребят к IT-сфере, и в дальнейшем они пополнят ряды высококвалифицированных специалистов, говорят организаторы. Мадер Сандан, Шалбан Мангуш, Белек Коржак, ТУВА-24. Осталось немного времени до того дня, когда новый буддийский монастырь в Кызыле примет первых гостей и верующих. В чем уникальность будущего места паломничества буддийских верующих, узнавал наш корреспондент. Здание монастыря впечатляет и снаружи, и внутри. Монументальность храма дополняет искусная отделка. Внешний вид чем-то напоминает Патталу, царский дворец и храмовый комплекс в Лхасе, скорее цветом и некоторыми формами строения. Как и каждое религиозное сооружение, храм Туптен-Шедруплинг уникален. У строителей огромный опыт строительства нетрадиционных объектов. Да? Ну, под традиционными я понимаю там жилой дом, обычная квадратная коробка, да? А здесь совершенно другая история. И у них богатый опыт, но тем не менее даже в этом случае все равно проводились консультации, погружались в тему, в цветовые решения, как это должно быть. При строительстве храма все работы были скрупулезно и детально спланированы, вплоть до перемещения стройматериалов по габаритам. На самом пике стройки на объекте одновременно было задействовано порядка 450 человек. Отношение фонда к этому объекту, оно абсолютно не рядовое. Вот аудиосистема, которая здесь расположена, которую запускали для того, чтобы была подзвучка зала в момент проведения молебнов, и также люди, находящиеся на территории снаружи, могли слышать, что происходит внутри. Была создана аудиосистема, и в момент ее запуска первый звук, который прозвучал из этих колонок, был звук «Ом». Особое внимание проектировщики уделили устойчивости здания природным катаклизмам, ведь Тува находится в сейсмоопасной зоне интенсивностью от 7 до 9 баллов. Имеет смысл отметить проделанную большую работу по сейсмоустойчивости здания, которую проводили строители, обрабатывали несущие балки углепластиком, что является такой современной технологией, что позволило сделать работы еще более эффективными, и на сегодняшний день здание выдерживает по всем нормативам, да, то есть 10-бальный показатель сейсмоустойчивости. Самая же главная ценность храма находится не столько снаружи, сколько внутри. Необыкновенная аура как будто исходит от реликвий, подаренных его святейшеством Далай-ламой XIV храму в Туве, в том внимании, которое уделил лидер буддистов нашей республики.
То есть он и место выбрал, указал, осветил, благословил. Позднее, в 2011 году, он нарек именем этот монастырь. В ноябре 2022 на аудиенции он назначил защитника этого монастыря. Ну, то есть это внимание, эти реликвии, это отношение, это, конечно, поистине эпохальное событие. Напоминаем, что возведение в Кызыле буддийского храма курирует культурный фонд имени Кужугета Шойгу. Стоит отдельно отметить, что строительство уникального буддийского монастыря находится под патронажем министра обороны России Сергея Шойгу и его дочери Ксении Шойгу, которая является авторитетным общественным деятелем. Сайгын Бирбил, Шалбан Монгуш, Белекоржак, Тува-24. В школах и СУЗах республики начались профилактические медицинские осмотры среди учащихся на выявление незаконного потребления наркотических и психотропных веществ. Наркологи Тувы бьют тревогу в связи с отказами родителей на проведение медосмотров. Алдын Кызбуян продолжит тему. В Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики прошла конференция для фельдшеров общеобразовательных учреждений по профилактике употребления психоактивных веществ среди подростков. Хотелось бы, чтобы вы отметили также, что для себя, для своей работы, почему, чтобы не было отказов, чтобы вы умели правильно преподнести информацию для родителей и несовершеннолетним тоже, чтобы они не отказывались от вот этих профилактических осмотров. Как отмечают психологи-наркологи, рейс наркодиспансера в учебном 2022 и 2023 году врачи столкнулись с проблемой, когда родители и сами несовершеннолетние, которым уже исполнилось 15 лет, пишут массовый отказ о прохождении медосмотра на выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Одна из основных причин отказа родителей связана с тем, что их ребенок может стать изгоем в школе. В связи с чем мне бы хотелось бы уверить родителей, что вся информация остается у нас в медицинской организации. Отрицание и сокрытие возможной проблемы приведет к позднему выявлению, что грозит общей заболеваемости, большим затратам на лечение и реабилитацию, физическим потерям, росту инвалидности, то есть к тяжелым медицинским и социальным потерям. Дорогие родители, просим вас не отказываться от профилактических медосмотров, ведь именно они позволяют выявить возможную зависимость на начальном этапе или же любое серьезное заболевание на ранней стадии. Психология родителя часто отрицает то, что с их ребенком может случиться что-то плохое. Каждый надеется, что беда пройдет стороной. К сожалению, от этого никто не застрахован. Именно поэтому необходимо быть начеку. Ведь чем раньше обнаружить проблему, тем легче можно будет ее решить. Ведь речь идет о здоровье ваших детей. Алдын Кызбуян, Буян, Айдана Сенденма, Тува-24. На базе Тувинского государственного университета прошел очный формат серии всероссийской просветительской акции «Диктант ЖКХ», рассказывает Байер Ширап. Акция проводится в рамках реализации партийного проекта «Жители МКД» до 14 апреля текущего года при поддержке федерального партийного проекта «Школа грамотного потребителя» партии «Единая Россия». Диктант состоит из 30 вопросов, каждому из которых предусмотрено 3 альтернативных ответа. На решение всего теста отведено 30 минут. Данная акция призвана на повышение качества уровня знаний наших жителей в сфере ЖКХ, прав и обязанностей работы с управляющей компанией. Среди тех, кто прошел тестирование, были не только собственники многоквартирных домов, но и местные активисты, студенты юридического факультета, представители управляющей компании и депутаты Хурала, представители города Кызыла. Сегодня в нашей республике существует 3 площадки, где проходит свой формат диктанта ЖКХ. Это город Кызыл, город Чедан и Хаваксай. Вопросы в диктанте специализированные, достаточно сложные, но интересные, отмечают участники диктанта. Организация и прохождение тестов диктанта ЖКХ показали высокий уровень знаний вопросов жилищно-коммунального хозяйства. Даже я со своим опытом из 30 вопросов по вашим тестам я ответила на 18. Принять участие в акции могут все желающие. Для этого необходимо пройти регистрацию на портале «Школа ЖКХ», затем в разделе обучения пройти тестирование и получить специальный сертификат. Байер Ширап, Белекоржак, телеканал Тува-24. Волонтеры Тувы продолжают словом и делом помогать тем, кто остался без мужской поддержки в период проведения спецоперации. Съемочная группа телеканала Тува-24 вместе с волонтерами побывала дома у одного из мобилизованных бойцов. Мать военнослужащего, который в настоящее время находится на лечении в госпитале, обратилась за помощью в региональный объединенный штаб, так как в силу своего возраста не могла убрать снег во дворе.
Автодорожный техникум, студенты. На помощь пришли студенты и волонтеры автодорожного техникума. Для меня самое главное – очистить от снега крышу дома и двор. Выражаю огромную благодарность всем ребятам. Сама бы я с этим не справилась. Прибывшие волонтеры, не теряя времени, оперативно начали работать. В первую очередь взялись за очистку крыши. Работа осложнялась ветхостью шифера, но ребята справились с задачей. После очистки крыши волонтеры убрали снег с территории двора. На все ушло порядка 1 часа. Мы пришли помогать матери сына военнослужащего, который сейчас ранен. Пришли на адрес помочь убрать снег. На сегодня региональный клуб «Мы вместе» насчитывает порядка 350 волонтеров, которые оказывают помощь семьям мобилизованных граждан по всей территории республики. Кроме оказания гуманитарной и бытовой помощи, волонтеры также готовы помочь в предоставлении юридической и психологической помощи, которая сейчас необходима родным и близким военнослужащих. Если вам нужна помощь, можно обратиться по номеру телефона единого штаба 2 17 44. Аэлита Оржак, Владимир Сюртюк, Пелек Оржак, телеканал ТУВА 24. На территории МУП благоустройства имеется тепличный комплекс, где выращивают не только сезонные цветы, но и сезонную рассаду. Наш корреспондент побывал в одной из теплиц, где выращивают тюльпаны. МУП благоустройства реализует прекрасные тюльпаны нескольких сортов с крупными бутонами и высокими стеблями, выращенные в тепличном комплексе предприятия. Также у нас еще имеются другие тепличные комплексы, теплицы, где мы выращиваем цветочную рассаду, которую высаживаем в городе. То есть, вы знаете, у нас это красивые бархатцы желтые, все различные цветы у нас очень много. И также мы выращиваем еще и овощную рассаду. Столица Тувы летом город наполняется яркими цветами. Все эти рассады приобретают именно в этом предприятии. В марте в большей степени выращивают именно тюльпаны. Мы выращиваем только российские виды тюльпанов. В основном у нас преобладают тюльпановидные, которые пользуются большим спросом у населения, поскольку наши цветы, они местные, мы их сами выращиваем. В цветы не добавляют различных химических препаратов и агрегатов, поэтому тюльпаны держатся дольше обычного времени и поддерживают яркий и красочный цвет. Инна Клаян, Шалбанмагуш, Белек Оржак, телеканал ТУВА 24. Вторая школа города Кызыла названа в честь народного учителя Советского Союза Арьи Алдынол, которая 29 февраля отметила бы свой юбилей – 95 лет. Сегодня для учеников провели экскурсию в классе музея Арьи Алдынол. Ребята, посмотрите, тут имеется касса, да? Все буквы. Вот с помощью этих букв учились составлять слова, со слов предложения. Сегодня мы отмечаем юбилей народного учителя Арьи Аратановны Алдынол. Ария Аратановна – автор учебника «Жуглел». С помощью учебника «Жуглел» я научилась писать и читать. Детей надо полюбить, а потом учить. Эта фраза великого учителя навсегда остается в голове людей, которые были знакомы с Арьей Алдынол. Во второй школе педагог начал преподавать с 1962 года. Проявила себя как учитель-экспериментатор и создатель учебно-методического комплекса по родному языку и чтения для 1 класса. Поэтому к юбилею народного учителя в школе провели ряд мероприятий. С 1 по 4 классы мы провели работы на чистописание. Например, в 1 классе проверка каллиграфии. Так, 2 класс писали диктант. 3 класс писали изложение. И 4 классы у нас писали сочинение. Преподавательский стаж Арьи Алдынол составил целых 65 лет. За это время она опубликовала множество научных трудов. Преподавала на кафедре методики родного языка. В течение 20 лет была внештатным лектором на курсах повышения квалификации учителей. В своих детях она смогла заложить любовь к учительской профессии. Повзрослев, ее ученики поистине считаются мастерами своего дела. Поздравить свекровь пришла невестка Арьи Алдынол. Мы гордимся, что у нас была такая бабушка, Алдынол Ария Раптановна. Во-первых, она и свекровь моя, поэтому 95 лет ей сегодня было бы вчера. Но мы всегда улыбаемся и смеемся. Бабушка, ты намного моложе, в 4 раза, потому что твое день рождения приходится раз в 4 года. То есть она родилась в високосный год.
После выхода на заслуженный отдых с 1993 по 2008 год Ария Алденол продолжала свою преподавательскую деятельность и работала с детьми-инвалидами индивидуально. За свои труды и старания Ария Алденол была награждена многими наградами, медалями, званиями и орденами. И в 1998 году получила звание почетного гражданина Кызыла. Баир Широв, Шолбан Мангуш, Пелек Оржак, телеканал ТВ-24. В столице Тувы прошел первый международный и шестой межрегиональный конкурс исполнителей на национальных инструментах и конкурс мастеров-изготовителей этих же инструментов «Дынгылдай», рассказывает наш корреспондент. Название конкурса фестиваля связано с традиционным способом игры на струнных инструментах. Кроме того, слово «дынгылдай» является характерным элементом песенного жанра кажамык, который является музыкальным непереводимым припевом. В международном конкурсе принимают участие не только тувинские исполнители, но и музыканты из республик Хакасия и Бурятия. Бурятию представляет коллектив из 19 человек, в том числе студенты колледжа искусств, учащиеся школ. Мы привезли такие инструменты, как иочин, родственный вашему инструменту чадаган. Также приехала духовая группа. Это у нас будут исполнители на лимбе, на суре. И также у нас представлены такие инструменты, как ятак и маринхур. Программа нашего выступления, она достаточно разнообразная. И, конечно же, будут представлены композиторы бурятские. Естественно, мы будем исполнять и классические произведения, ну и монгольский репертуар, он тоже у нас присутствует. В конкурсе принимают участие более 80 музыкантов в 3 возрастных категориях. В 2 номинациях – сольное исполнительство и ансамблевое исполнение, учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств, студенты профессионального образования. В данном конкурсе принимают участие также учащиеся Республиканской школы искусств имени Канденбеля. Это воспитанники национального отделения на различных инструментах, как чадаган, чанзы и бузанчи и гил. Надеюсь, что наши ребята выступят достойно и завоюют свои достойные места. Сам фестиваль в Туве проходит с 2002 года. Идея проведения конкурса принадлежит заслуженному артисту России, профессору Красноярской академии музыки и театра Игорю Яковлевичу Флейшеру, который курировал отделение тувинских национальных инструментов. Конкурс-фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Республики Тыва. Цель конкурса, конечно, выявление наших талантов, детей, которые именно по национальным инструментам, и дальнейшая их поддержка, само собой. И в наших детских музыкальных школах, школах искусств республики, там их 31, в том числе наша республиканская школа искусств, тоже преподаются классы по тувинским национальным инструментам. Конкурс «Дынгылдай» – это праздник национальных инструментов Сибири. Целью конкурса является сохранение и развитие школ инструментального исполнительства на национальных инструментах, а также развитие исполнительных традиций на народных инструментах и сохранение этнозвукового идеала. Самое главное – это сохранение традиций изготовления тувинских национальных инструментов, выявление талантливых мастеров. Инна Клаян, Буян Аюн, Айдана Санденма, телеканал ТУВА-24. В Туве после непродолжительной болезни 27 февраля скончалась заслуженный работник Тувы, член Союза журналистов России, ветеран тувинской журналистики Светлана Сироловна Мангуш. Большая часть профессиональной деятельности Светланы Мангуш была связана с тувинской журналистикой, которой она посвятила 30 лет своей жизни. Она была уникальным журналистом, первой женщиной, главным редактором газеты «Тыванын Анаяктары» и первой женщиной, главным редактором старейшей и уважаемой в республике газеты «Шин». Ее бывшие коллеги с теплом вспоминают Светлану Сироловну. Я с ней проработала достаточно долгое время, и могу сказать, что она очень добрый, отзывчивый, и в то же время она очень строгий человек. Всегда придет на помощь,
Она была очень жизнерадостной, веселой, доброй. Жителям республики и читателям тувинской периодики журналист была известна как талантливый мастер пера, который освещал интересные и актуальные темы из жизни республики. Светлана Мангуш стояла за своих коллег горой, и в то же время она была очень строгим и требовательным руководителем, вспоминают коллеги. Она не просто требовала, она обучала всех. И Светлана Сюроловна очень заботилась о будущем тувинской журналистики. Она всегда заступала за молодых коллег, старалась на работу брать молодых, обучать. Всегда говорила: вот мы уйдем, а вы останетесь. И очень жаль, что она так рано ушла. 70 лет – это не такой уже большой возраст. И мне лично очень жаль, что тувинская журналистика потеряла вот такого своего представителя. За время своей профессиональной деятельности она побывала во всех уголках республики, из которых привозила интервью, очерки и репортажи как о простых тружениках села, так и о знаменитых земляках. Я со Светланой Сюроловной начала работать в качестве внештатного корреспондента газеты «Шин». Я в то время работала в другой организации, и она, когда предложила писать аналитические статьи на проблемные темы, и мы этот проект реализовали в течение нескольких лет. Мы писали на острую тематику, поднимали проблемные вопросы. И вообще у читателей мы пользовались большим успехом. Вот наша рубрика. Память о Светлане Сюроловне остается в сердцах ее родных и близких, коллег и земляков, труд которых она всегда очень емко описывала в своих статьях. Инна Клаян, Шалбан Мангуш, Белекоржак, телеканал ТУВА-24. На этом у меня сегодня все. Напомню, быть в курсе всех событий вам поможет сайт ТУВА-24 или же наши аккаунты во всех соцсетях. Спасибо, что смотрели нас. До встречи в эфире.